Всем привет, друзья! У нас топится печка. Не знаю, может слышно или нет, на камеру там трещит. Утро. И я хочу сегодня показать. Прошлый холодец-то не смог я показать, а подписчицы и подписчики просили, как он выглядит, этот холодец. Это, правда, другой холодец. Приготовлен по такому же рецепту. Вот он как выглядит. Вот такой густой. Очень вкусный. Чесночок. Вот как. У нас мы любим, чтобы он густой был. Вот так. Вот такой. Получается. Показываю. Потому что просили подписчики. Я показываю. Вот это вкусно, да. Я могу без картошки его съесть. Очень вкусно. Суп из рябчика. Простой суп, без ничего. Именно мясо рябчика, белое мясо. Вот такое белое мясо. Белое мясо, вот. Чисто белое мясо. Вот такое белое мясо у рябчика. И картошка. И вода, и бульон. И все, больше сюда ничего не кладем. Вот. Это приготовила сегодня Маша уже утром суп сварила. А вчера я приготовил для этого супа там рябчики ощипал. А как это все было уже, смотрите дальше. Накануне этого дня. Вот так. Ну а всем доброго дня и удачного, приятного просмотра, короче говоря. Здравствуйте, друзья, товарищи. Сегодня решил включиться. Я сегодня, так сказать, воюю с крылатыми. Вот у меня тут рябчики. Привет. Вот такие. Вот такие. Рябец, рябчик. Общипать, опалить. А Маша уже потом, там водичкой помоет, или как правильно назвать? Вымоет или помоет. Короче, почистить водичкой там и суп будем варить. Простой суп. Рябчик и картошка. Ну ладно, что, как щипать уже я не буду показывать. Вот у меня сегодня экипировка такая. Стандартная коробка. И сюда буду вот так только. Теперь я только буду лететь. Общипывать буду. Все, выключаюсь. А потом уже по ходу действий еще немножко включусь там. Маша тоже будет, может, чем-то заниматься. Так, пока Сергей ощипывает рябчиков, я займусь ужином, наверное. Картошку сделаю в баночке. Ужин бы не помешал, Мария Олеговна. Да, ужин надо сделать. Картошечка это вкусно. Картошечка в баночке, в духовочке сделаем. Рябчик это только на завтра у нас пойдет, в обед. Угу. Я быстренько там делаю свое дело. Ну вот, для нашего ужина сегодня будет картошка. Ну вот так крупненько нарезала. Не очень мелко, но такие крупненькие картошка. Морковку пропустила через терку.
Так, луковица одна. Бекон здесь кусочек. Ну, не полностью, конечно, это используем. Половинку, может. И сало. Перец, горошек и лавровый лист. Это уже на дно будем класть. Так, лук нарежу кубиками. Сергей там все еще Я, да, рябчиком воюю. заканчивает уже там. Мне надо еще опалить потом. Так, лук нарезали. Это положим в тарелочку. Так, морковку тоже сюда в одну тарелочку. Картошку, морковку, лук. Все соединяем вместе. Так. Вот. Посолим это все. Так, поперчим нашей хорошим перцем. Так, размешали. Дальше буду резать бекон. Я тут краем глаза смотрю. Бекон копченый, давайте. Угу. Копченый бекон. Сначала так и так надо на брусочками. Так. Вот такие полосочки сделаем, нарежем. Сергей ждет. Что, я жду ужин. Ужин. Не, сейчас я буду опаливать, да. Подожду уже. Потому что это горелка шумит. И не буду уже включаться, пока ты не закончишь. Угу. И немного сала. Это также тонюсенько нарежем. Сала немного там. Баночку, чистую баночку. Намажем баночку внутри растительным маслом. Ну, грамм 800 есть, 700. Да, может есть. Так, намазали. Кладем, значит, лавровый лист и перец горошек. Ну, я здесь взяла где-то 5 штук. Так, сало внутрь кладем. 3 кусочка сала. Вот. И кладем нашу картошку. Наполовину. Угу. Так, потом берем бекон, кладем сюда бекон поверх картошки нашей. Вот. Бекона много нарезала. Немножко.
Много. Мяса много не бывает. Так, и потом дальше кладем обратно картошку. Ну вот. Самый разловый. Бекон остался, да? Потом поверх кладем опять бекон. Так. И сало тоже вместе с беконом. Так. Все. И это сейчас закрываем фольгой. Значит, у меня в руке фольга. 4 слоя. И этой фольгой потом на ночку закручиваю. Ну вот. Ну вот. Поставили в духовку на 40 минут. На 180 градусов на 40 минут, да. Время засекаем. Ну вот, друзья, я уже опаливаю нашего рябчика вот таким макаром. Ну, в принципе, наши рябчики готовы. Вот такие красавцы. Получится отличный суп. Экологический чистый продукт для вместо силиконовых кисточек. Вот такие крылышки от рябчиков. Вот. Это все потом высохнет. Поставим, чтобы коты не украли. Они обычно крадут этот и здесь откусывают и все крылышком кобзец. А сейчас вот так они высохнут, потом поставим около печки, высохнут. И используем как силиконовый кисточку там мазать противни, шанишки, еще что-то. Дальше что? Дальше. Барсик, тебе еще надо, на? Держи. Все, вкуснятка. Барсик вот под столом, он обычно убегает. Убегает и под стол залез. Там он кушает. А он там. Он хитрый. Между тем у нас, друзья, готовится ужин в духовке, картошка в банке. Не знаю, банка там треснет или нет. Если треснет, честно покажу. Треснула банка. Если нет, так такой ужин будет классный. И еще холодец опять у нас в печке. Но холодец я уже как делаю там, я уже показывал, не буду показывать. Самое главное, я не показал тогда, какой этот холодец получается. И думаю, завтра утром все-таки я покажу, какой у нас холодец получится. Вот. Ну, на этом пока выключаюсь до нашего ужина. Сейчас потом покажу, какая картошка еще будет. Будет с Машей ужинать. Все едят. Друзья, за штурвалом уже я, Сергей Иванович. Это самое. Хочу сказать, что за 40 минут у нас не приготовилась картошка. И держали мы час. Вроде... Больше. Да, ну сейчас-то уже точно должно быть готово. Маша, попробуй ножом там, чтобы сказать, или опять заснуть надо будет. Вот у нас там рябчики. Тоже подготавливается к супу. Готово, да?
Вроде бы мягкий. Ну, держали час. Вот так, друзья, выглядит картошка в баночке. Сейчас положим тарелочку. Сейчас, друзья, Маша положит картошку. Ну-ка, как вкусняшка. О, вкусно, горячо. Сейчас приготовил. Ну, за час-то, да, за час-то должно приготовиться. Вот такая вкусняшка. Ну, мне хватит, Маша, пока. О, горячая еще. Вот смотрите, какая красота. Вот такой ужин. Быстрый ужин. Картошка в банке. В духовке. Думаю, очень вкусно. Сейчас буду дегустировать, друзья. Сейчас попробуем, снимем. Ну, картошка, она и есть картошка. Горячая. Вкусно и быстро. Ужин такой. С бекончиком. Ну, буду есть попозже. Сейчас с вами попрощаюсь, так сказать. Маша сегодня не хочет показываться в кадре. Я говорю, не буду сегодня показываться, как я ужинаю. Ну, она скажет за кадром пока, давайте. Вот. Немножко вот такое видео получилось. Рябчики почистил на завтра, чтобы суп сварить. Потом быстренько ужин приготовили. Еще один рецепт. Может кому-то понравится. Быстрый рецепт картошки в баночке. Очень вкусно. Ну все, друзья. Из рябчика суп, как уже говорю, не буду снимать там, что там. Рецепт простой. Вот этот рябчик, кастрюля, вода и картошка. Больше туда ничего класть не надо. Ну и соль, естественно, там по вкусу. Все. Это отличный сам по себе суп. Никаких приправ туда не надо. На этом заканчиваю. Всем говорю пока. Спасибо. До свидания. До новых видео. Наши друзья. Друзья нашего канала. И зрители новые там, кто смотрит, всегда мы очень рады каждому новому зрителю. Очень всегда рады. Всем спасибо. До свидания. Пока всем. Я за кадром. Вот я же говорю. Она Всем там, пока. она за кадром, она оператор. Всем пока. Пока-пока.